Такой далекий и загадочный, он вмиг стал ближе. В России отмечают День космонавтики. Ровно 62 года назад Юрий Гагарин совершил первый полет вокруг Земли. С тех пор человечество начало активно исследовать соседние планеты. И несмотря на то, что в Коми никогда не взлетали и не приземлялись космические корабли, нашу республику и космос связывает гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Ксения Лосева знает подробности. В апреле 1961-го эти кадры облетели весь мир. Но мало кто знает, что к первому полету человека в космос причастна и наша республика. Стекла иллюминаторов корабля «Восток-1», того самого, на котором Юрий Гагарин отправился бороздить космическое пространство, были изготовлены из горного хрусталя родом из Коми. Его добывают в 140 километрах от Инты на месторождении Желанное. Иллюминаторы создали по спецзаказу конструкторской лаборатории при стекольном заводе «Гусь-Хрустальный». Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Спустя много лет все такой же загадочный космос не перестает привлекать настоящих мечтателей. Впрочем, покоряется далеко не всем. Перед полетами длительная и ответственная подготовка. Необходимо научиться выживать в самых разных климатических условиях. Так, например, на базе Воркутинской эскадрильи авиационно-поисково-спасательной службы проводились испытания на морозостойкость. Период обращения вокруг Земли 1,5 часа. За это время очень много событий происходит за эти 1,5 часа. День, вечер, ночь и утро сменяются. И не только сутки проходят за 1,5 часа, сезоны меняются. За это время люди видят и зиму, скажем, в южном полушарии, и лето в северном полушарии прилетают, и весну, и осень. За 1,5 часа все это они увидят с орбиты. К исследованию космоса активно подключаются и наши ученые. Так, например, главный научный сотрудник Института физиологии Коми-научного центра Юрий Солонин принял участие в международном эксперименте «Марс-500». Он ежемесячно анализировал состояние здоровья научных работников и сотрудников МЧС. Сведения отправлял в Москву, где их сравнивали с показателями тех, кто целых 500 дней находился в специальном модуле, имитирующем условия полета. Космонавтов Владимира Комарова о связи с космосом в Коми напоминают и многочисленные названия улиц. А еще в Сыктывкаре есть школа имени Гагарина. Здесь уже много лет работает музей астрономии и космонавтики. Самый ценный экспонат датируется знаменательным 1961 годом. Это открытка с подписью самого Юрия Алексеевича. У нас есть очень интересные экспонаты. Это сихотэ-алинские метеориты, кусочки его. Есть модель космической станции МКС, которая сейчас на орбите находится, кроме одного модуля наука, который только-только поставлен еще был. Вот. У нас очень много автографов космонавтов, которые привозили практически и родители, и учителя, которые были где-то на встречах в других городах. Сегодня о космосе здесь говорят уже с подрастающим поколением. Проводят исследования, выезжают на конференции, а в праздничный день и вовсе решили устроить тематический квиз. Собрали ребят из более чем 10 школ. Кстати, космонавты – нередкие гости в республике. Так, например, совсем недавно пациенты детской клинической больницы встретились с Сергеем Куть-Сверчковым. Герой России рассказал ребятам свою историю, а после дети, борющиеся с онкологией, изобразили на бумаге свои заветные мечты. Совместно с корпорацией «Роскосмос» отправлено 2 чехла для скафандров «Орлан» с детскими рисунками на Международную космическую станцию. Кроме этого, сейчас в космосе находится спутник, новый спутник «Скиф-Д», запущенный с космодрома «Восточный», на борту которого находятся детские рисунки, опять же, фонда «Юнити». То есть мы по-настоящему отправляем мечты детей в космос, то есть даем им возможность помечтать, даем им мотивацию к выздоровлению. Они верят, что все возможно. Юрию Гагарину выпала счастливая возможность первому из землян увидеть нашу планету из космоса. «Я вижу Землю. Она так прекрасна». Это его слова, которые прозвучали в прямом эфире с орбиты. Спустя много лет они все так же актуальны и напоминают, что не столько важны современные технологии, сколько бережное отношение к месту, где мы все живем. Ксения Лосева, Эдуард Фомичев, телеканал Юркан.